Каждый из нас, гуляя по городу, может заметить небольшие кучки мусора из пластиковых бутылок, огрызков, фантиков от конфет. Как они появляются, понятно каждому. Но почему? Быть может, в Душанбе мало урн? Мы решили проверить и обнаружили, что большой проблемы в городе не наблюдается. Так, одна из центральных улиц города Душанбе. Сейчас мы проедем несколько остановок и посмотрим, на каком расстоянии друг от друга стоят у нас урны, если они вообще таковые имеются. Так если нет нехватки, в чем причина? Мы решили обратиться к психологии. В 1982 году Джеймс Уилсон и Джордж Келлинг сформулировали теорию разбитых окон, согласно которой, если кто-то разбил стекло в доме и никто не вставил новое, то вскоре ни одного целого окна в этом доме не останется. У этой теории много противников, поэтому мы решили проверить ее сами. В выходной день мы отправились в ботанический сад Ирам в Душанбе, собрали по газону разбросанный мусор, но не выбросили его, а в паре метров от урны оставили его на оживленной аллее. Не прошло и 5 минут, как девушка, проходившая мимо, игнорируя урну, бросила пластиковую бутылку в нашу кучу. Большой эксперимент. Мы поставили мусор на несанкционированную, так скажем, территорию. Я поставила. Да. Можно у вас узнать, что вас сподвигло, почему именно туда? Ну, я поставила туда, потому что вы поставили. Я думала, сейчас заберут, и мою пусть заберут. Эксперимент продолжился. 10 минут ожиданий, и рядом с нашей мини-свалкой выброшена еще одна бутылка. Правда, за бесчинствами последовало неожиданное действие. Пожилая дама, собиравшая в парке пластиковые тары, решила навести порядок. Эксперимент был сорван, но в главном мы убедились. Небольшой и вовремя не ликвидированный беспорядок вызывает цепную реакцию. И там, где еще недавно была чистота и порядок, все может измениться с точностью да наоборот. Если мы видим вокруг себя следы разрухи, разбитые окна, горы мусора, мы автоматически заключаем, что социальные нормы здесь не соблюдаются. А значит, и нам их соблюдать не обязательно.